Все претенденты в кандидаты в президенты Абхазии сдали необходимые документы в Центральную избирательную комиссию. Прием документов был завершен 16 июля. Согласно закону, ЦИК Абхазии должен их рассмотреть в течение 10 дней, то есть до 26 июля. И хотя до официального оглашения результатов проверки еще немало времени, в социальных сетях появляются различного рода публикации, не соответствующие действительности. К примеру, о том, что трое претендентов Астамур Какалия, Артур Анкваб и Астамур Оторба проходят дополнительную проверку в ЦИК. На заседании ЦИКа в прошлый раз, когда принималось решение по 7 кандидатам, значит, исходили из того, что рабочая группа, та, которая создана непосредственно в Центральной избирательной комиссии по изучению всех документов, это внутренняя комиссия. Никаких там привлечений экспертов или экспертиз нет. Это внутренняя комиссия, она подготовила и готовила документы по мере поступления, по мере сдачи этих документов. Понимаете как? И вот одни из поздних, позже поступивших документов и требовавших, значит, изучения, они были отложены, потому что до конца не были самой группой изучены, не более того. В случае, если появляется необходимость перепроверить сведения, предоставленные претендентами на высший государственный пост, создается специальная комиссия. Как отметил Томас Гоги, ЦИК еще не прибегал к подобной процедуре и не проводил экспертизу для дополнительного изучения документов. Однако председатель ЦИК не исключает, что такое возможно в будущем. Центральная избирательная комиссия работает в рамках закона, и предвзятость к кому-либо исключена, подчеркнул Томас Гоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, исходим из основного принципа на выборной кампании – это определение волеизъявления граждан, а не волеизъявление ЦИКа. Все идет в обычном режиме, никаких предвзятостей нет в отношении, тем более вот этих трех представителей, значит, своих инициативных групп. Вот. Никаких специальных каких-то требований или каких-то особых подходов нет. Другое я вам скажу, любого человека, у которого возникли вопросы в отношении действия или бездействия Центральной избирательной комиссии, имеет право обжаловать решение ЦИКа в судебном порядке. С момента регистрации инициативных групп и политических партий для выдвижения на должность президента Абхазии и подачи документов ЦИК проводит большую разъяснительную работу с каждым из них по отдельности. Некоторые позволяют себе публикации недостойные, я считаю, потому что это неправильно, потому что это абсолютно несправедливо. Есть кандидаты, которых мы беседовали до сдачи документов, объясняли порядок сдачи, время сдачи. Мало того, предупреждал, не затягивайте время. Чем раньше вы сдадите, тем раньше будут рассмотрены. Чем раньше вас зарегистрируют, тем больше у вас будет агитационного периода. Буквально вчера были две группы здесь. Я объяснил, рассказал наш подход. Вроде все поняли, нормально отнеслись к этому процессу. Они все грамотные люди. И тем не менее, вот после того, когда переговоришь, объяснишь, с людьми покажешь, все, объяснишь, как оно есть на самом деле. И тем не менее, вот у кого-то, видимо, есть интерес такой, заложен, я не знаю, или по какому принципу, из чего они исходят. Регистрацию кандидатов нужно провести не позднее 1 месяца до дня голосования, то есть до 26 июля. Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года. Согласно закону, агитационным периодом считается время с момента регистрации кандидатов в президенты и до дня голосования. Всего по республике будут открыты 152 избирательных участка и 3 участка за пределами Абхазии – в Москве, Стамбуле и Черкесске. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.